Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас начинается круглый стол, посвященный творчеству Мифтахина Акмулла. Наш круглый стол называется «Мифтахин Акмулла. Выдающийся башкирский поэт-просветитель и мыслитель. Изучение и переосмысление творческого наследия». Важность нашего мероприятия добавляет то, что в работе нашего круглого стола участвуют представители правительства Челябинской области. Огромная благодарность, Дмитрий Игоревич, вам и вашим коллегам, то, что вы присутствуете в нашем мероприятии. И хотелось бы сказать, что, наверное, будем обращать внимание на регламент не более 10 минут. Давайте сейчас перейдем к официальной части нашего мероприятия. Слово для открытия предоставляется заместитель директора по библиотечному обслуживанию Люция Шарфян-Нелясова. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада приветствовать всех вас в Национальной библиотеке имени Ахмедзаки Валиди Республики Башкортостан. И хотела бы сказать, что очень много делается правительством Челябинской области по сохранению творческого наследия Мифтахина Акмуллы. Мы видим, как проводятся и конференции, и круглые столы. И у нас, наверное, в фондах тоже хранится самое большое количество документов по творчеству Мифтахина Акмуллы. Сегодня у нас есть выставка, вы можете посмотреть, какие книги вам понравятся, не понравятся, какие книг у вас нет еще в фондах ваших библиотек. Вы можете посмотреть, и в дальнейшем какие-то копии, может быть, мы вам сделаем, да. И сегодня у нас круглый стол, поэтому хотела вам пожелать плодотворной работы, пожелать вам здоровья. Думаю, что наше сотрудничество продолжится, и мы будем проводить такие же мероприятия. Спасибо. Сегодня в работе нашего круглого стола присутствует полномочный представитель Республики Башкортостан Челябинской области Альфер Зульфарович Баим. Альфер Зульфарович, вам слово. Hurmatli kollegalar, endi o'sha ko'marakliklarda selamlauga shatman. Silab өлкәһендә umuman Башкортостандың ардаклы шәхесләрен искә алу, уларның шәхесләрен тарихтан ырыту буенча күп эшләр башкарыла башланы. Соңгы елларда гына без Акмулланың, Зәйнулла Расуловтың, соңгы 2 ел эчендә Шәриф Манатовтың, Галимян Тагандың һәм Исмәгъзам Таһировтың һәм башка шәхесләрен мәңгеләштерү буенча күп эшләр башланы. Һәм шул юлдан бүген безгә Акмулланың иҗадын өйрәнү буенча, чөнки Акмулла безнең Силәбе өлкәһенең Миәс каласында гына ирләнмәгән, ошо төбәктә ул эшләгән, иҗат иткән һәм уны беләләр. Безнең генә халык түгел, төрле төрки халыклары һәм шуны исәпкә алып та бүген Силәбе өлкәһенең делегациясе, хөрмәтле Дмитрий Игоревич Семенов итәкчелегендәге делегация эшләй. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы организовали круглый стол, посвященный творчеству Мифтахиддина Акмуллы, так как на территории Челябинской области проводится огромная работа по увековечению памяти известных башкирских деятелей. Один из них, как мы все знаем, является Мифтахиддин Акмулла. Сегодня цель визита делегации под руководством Семенова Дмитрия Игоревича, начальника управления общественных связей правительства Челябинской области, это еще раз поближе ознакомиться с учеными,
общественными деятелями, краеведами, которые тесно работают по изучению творчества Мифтахиддина Акмуллы. Рад, что сегодня мероприятие проходит в рамках мероприятие проходит именно в Национальной библиотеке, где у нас работал Марат Минигалевич Зулькарнаев, который находится сегодня на специальной военной операции. Рахмат. Спасибо. Зульфарович, Архив Зульфарович сказал о увековечении выдающихся наших деятелей на территории Челябинской области. Как сказал заранее, у нас сегодня присутствует Дмитрий Игоревич Семенов, начальник управления общественных связей правительства Челябинской области, и уже два раза в городе Миас проходили акмулинские мероприятия, и сейчас уважаемый Дмитрий Игоревич ознакомит нас с этими мероприятиями, как они прошли, кто участвовал. Дмитрий Игоревич, пожалуйста. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно присутствовать в Уфе. Действительно, вчера мы имели насыщенную программу, познакомились с Акмулинским университетом, посмотрели несколько корпусов музея Башкирской кавалерийской дивизии 112-й. И, конечно же, для меня очень важно, потому что увидеть всех лауреатов премии Акмуллы, сколько лет занимается Республика Башкортостан увековечением и, собственно, и творчества, и жизненного пути Мифтахиддина Акмуллы, прикоснуться к этому было для меня очень важно, потому что, конечно же, Челябинская область на правительственном уровне личностью Мифтахиддина Акмуллы мы занимаемся не так много. У нас 60 лет в Челябинской области существует литературное объединение, которое объединяет и башкирских писателей, и татарских писателей. Оно носит имя Мифтахиддина Акмуллы, поэтому вот на культурном, на общественном направлении, на направлении Министерства культуры личность, конечно же, была известна, проводились мероприятия, проводились конференции, но вот с точки зрения той масштабной работы, которую, конечно же, личность Мифтахиддина Акмуллы заслуживает, мы включились в тот год, когда приближался юбилей. Приближалось 190-летие, 2021 год, когда мы все еще жили в ситуации пандемии, не могли предсказать, собственно, будут ли у нас очные мероприятия, будут у нас заочные мероприятия, будут по ВКСу работать. Ну, конечно же, такое событие, такой юбилей мы пропустить не могли, тем более мы прекрасно знаем, что Мифтахиддин Акмулла, конечно же, объединяет и Республику Башкортостан, и Южный Урал. Мифтахиддин Акмулла в Башкортостане начал свой жизненный путь, много работал и путешествовал в Троицке, в казахских степях. И, к сожалению, свой жизненный путь он завершил в городе Миасе, в таком важном промышленном городе Челябинской области, где как раз усилием, насколько я помню, Курултая Башкир в юбилейный год был установлен памятник, и мы сейчас в городе Миасе имеем восстановленную историческую его мемориальную доску. Это вот уникальный, интересный такой своеобразный памятник на могиле, который стоит и действительно является таким местом, которое притягивает и тех, кто интересуется творчеством Акмуллы, и тех, кто изучает его мысли, наследие. И, конечно же, это объединяет и обязует нас к тому, чтобы мы и тщательно относились к его наследию. Конечно же, правительство Челябинской области, Челябинская область, вы должны заниматься пропагандой этой личности, организовывать мероприятия, посвященные Мифтахиддину Акмулле, и, конечно, знакомить молодое поколение с его творчеством, с масштабом его личности, потому что, конечно же, мы понимаем, что мы имеем целую плеяду воспитанных, взросленных в советское время ученых, которые бережно относились к наследию. И вот этот уровень профессионализма,
уважение к наследию, возможность так тщательно работать с текстом, ценить эту личность, важно передать следующему поколению. А молодое поколение у нас живет в гаджетах, в клиповом мышлении, и как личности Акмулы сможет запечатлеться в их системе ценностей, это, конечно же, большой вопрос, это большой вызов всем нам. Вот символичный кадр, то есть вот вчера я в первый раз побывал на этом месте, где установлен памятник Мифтахиддину Акмуле, запечатлен важный момент, который мы действительно в полной мере просветитель, и он живет в тех учениках, которым передал свое знание. Это тоже одна из для нас возможностей познакомиться с наследием Акмулы через то, что о нем сохранили его наследники, и какой вклад в нашу общую судьбу нашей общей Родины внесли его ученики. Вот, собственно, могила нам тоже хорошо известная. Для нас, конечно же, Акмула – это не только личность, это еще и опыт издания сатирического журнала в городе Троицкий. Я вот сейчас с большим удовольствием посмотрел оригиналы этих журналов. И, конечно, честно буду сегодня во многих вещах признаваться о том, насколько Республика Башкортостан погнала Челябинскую область в сохранении памяти, увековечении памяти. Я специально разговаривал с городом Троицким, говорю, вы дайте мне хоть один оригинал журнала Акмулы, который издавался у вас, в Троицке издавался. Вот они до сих пор ищут, месяц ищут. Приехал в Уфу, вот, соответственно, в витринах сразу же это вижу, это совершенно другое ощущение, когда мы слышали, видели фотографии, говорили об этом, а когда это вот оно лежит, вот более 100 лет, уникальные издания, конечно, для меня это очень важно, за это очень благодарен библиотеке, что такая возможность у нас есть. Вот, собственно, наша конференция традиционно выглядит как пленарное заседание. Что мы хотели добиться от конференции? Мы, конечно же, хотели сделать акцент на то, что Республики Башкортостан могла родиться, собственно, духом пропитался, башкиром был по национальности. Мы должны помнить и про Татар, про Казань, где издавались его книги. Мы помним про казахов, с которыми помогали в определенный момент на жизненном пути, поэтому на нашу конференцию и ученых из Башкортостана, и ученых из Казани, и представителей общественности башкирской, и татарской, и казахской, чтобы действительно в полной мере личности Акмулы у нас, соответственно, с 21-22 и у нас с большим удовольствием мы выслушали выступления и духовных руководителей, и светских руководителей, и представителей, соответственно, общественных организаций. И нам самое важное удалось привлечь и Русскую Православную Церковь, и Духовное управление мусульман, которые говорили об Акмуле и находили в его словах очень важные смыслы, которые, конечно, они будут актуальны всегда. И в очередной раз действительно личность Акмулы и его наследие дарила надежду, зажигала, мотивировала. И нам было это очень приятно. Конечно же, большие слова благодарности ученым Республики Башкортостан, кто уже 2 раза приезжает на нашу конференцию, выступают, делятся своими наработками. Илюша Михайлович всегда с нами поддерживает, и вот в том числе наш визит – это как раз большая заслуга и проделанная работа Илюши Михайловича, потому что поэтому огромная благодарность, для нас это тоже очень важно. Мы, конечно же, в результате нашего двухдневного визита целый ряд дальнейших мероприятий запланируем в Челябинской области. Выступают у нас ученые из республики, соответственно, Татарстан,
Конечно же, конференции это и выставочная работа, тоже серьезный материал как раз Республика Башкортостан привозила на Миасскую землю. Ну, для нас Акмула это не только научная конференция, это, конечно же, понимание, что у нас 60 лет действует литературное объединение имени Акмулы, и как раз в прошлом, если в 2021 году мы делали акцент на юбилей Акмулы, то в прошлом году мы как раз еще и торжественно отметили 60-летие областного литературного объединения. Конечно же, посещение могилы Акмулы у нас является важнейшей частью нашей конференции, которая становится ежегодной. И вот одно из интересных направлений, открытие, которое было сделано прямо на конференции в 2021 году, это у нас выступал глава Цвилинского сельского поселения Чесменского района, у нас еще Нурымов Жадгер Жакупович возглавляет объединение казахов Челябинской области. Он сказал, что прямо у него в сельском поселении есть старый зират казахский, где захоронены потомки и члены семьи Жаманчаловых, то есть это те казахские баи, которые помогали во время троицких злоключений Акмулы, с ними разобраться, заступали за него, писали поручительные письма. Для нас тоже оказалось это достаточно интересно. Совпадений в жизни бывает очень мало, и если они настолько уникальны, значит это какой-то намек, что именно этот казах у нас возглавил общее Челябинскую, чтобы он оказался именно главой того самого единственного сельского поселения, где находятся казахские зираты, и оказался у нас на конференции Акмулы. То есть мы восприняли это как, соответственно, серьезную намеку заниматься. Сейчас как раз изучаем все зираты казахские, которые находятся в Чесменском районе, смотрим, какая есть связь собственно, с жизненным путем Акмулы, кто из этих казахов с ним общался, кому помогал, кто помогал Акмуле. Надеемся, что этими наработками тоже поделимся и с Республикой Башкортостан. Конечно же, для нас очень важно не просто раз в год собираться у ученых, которые так хорошо знают наследие Акмулы и очень сильно его любят. Мы продолжаем в течение всего года нашу деятельность, подключаем молодежь, проводим круглые столы, посвященные наследию Акмулы, потому что, конечно же, важнейшая задача – это зажечь молодежь читать Акмулу, осмыслять его, собственно, дальше проводить исследования в этом направлении. Спасибо большое за внимание. Мне действительно очень приятно находиться эти 2 дня в городе Уфе. Честно признаю, что мы приехали учиться, перенимать опыт. Наш путь по увековечению памяти Акмулы и по работе с этой уникальной личностью, конечно же, достаточно скромно, но надеемся, что мы будем его наверстывать, потому что, конечно же, идти по стопам титанов, идти по стопам труда, который насчитывает несколько десятилетий, нам, конечно, надеемся, будет проще. Большое спасибо за внимание. Спасибо огромное, Дмитрий Игоревич, за содержательные выступления. На самом деле и мы учимся у вас, потому что на самом деле мероприятия оба они прошли на высоком уровне, и нам есть к чему стремиться. И если мы будем совместно работать в этом направлении, наверное, добьемся еще лучших результатов. Следующая тема выступления – это недавно обнаруженные списки стихотворений Мифтахинда Акмуллы. Выступает доктор филологических наук, заведующий отделом литературоведения Института истории языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра АРАН Негалев Хусаинович Надыргулов. Спасибо. Уважаемые коллеги, я очень рад, что участвую в таком круглом столе. Действительно, это сегодняшний наш разговор, наша беседа, наверное, станет еще одним шагом изучения творческого наследия, деятельности, жизнедеятельности нашего знаменитого поэта.
У нас в Финском федеральном центре Российской академии наук есть научный архив и есть рукописный фонд нашего института, где хранятся очень много древних рукописей, в основном на арабской графике. И среди этих рукописей есть оригинал, то есть автограф Акмуллы, написанный его рукой, и мы этим очень гордимся. Вот последние годы, когда умер наш академик Гайсабат Аргарович Хусаинов, мой учитель многих из нас, мы с ним в одной комнате сидели, работали. Я с 97 года вот, продолжил его работу, можно сказать. Начал заведовать отделом литературоведения. Вот после кончины Гайсабата Аргаровича мы в его шкафах обнаружили многие книги, библиотечные книги, а также архивные материалы, которых надо было собрать, сдать куда надо. Среди этих документов я обнаружил автобиографичную книгу небольшую, рукописную. Там внутри вложен был небольшой текст, где написано, что эта книга дарится Бурзяну Сафичу Баемову от, ну, видимо, был он старожилом этот человек, от Салавата Яхиевича Юрмухамедова. Вот изучая вот эти записи, я узнал, что это рукописная книга, автограф, рукопись башкирского ахуна, известного Мусы Кувакани. И среди записей Мусы Ахуна я обнаружил два стихотворения Мифтахиддина Акмуллы. Одно стихотворение без названия, небольшое. Но изучая это стихотворение и содержание этого стихотворения, я понял, что это стихотворение написано в тюрьме. Значит, вы знаете, что Мифтахиддин Акмулла в конце 60-х, 70-х годов, 70-х годах 19 века находился под арестом в тюрьме, и во время, именно в это время он написал это стихотворение. В стихотворении говорится, что он здесь он упоминает и знаменитую поэму Кулгали Киса-Юцуф, что он очень своей судьбой похож на него. Он вынужден находиться в неволе. И это стихотворение не отрывок, а есть начало стихотворения, окончание стихотворения, целостное, то есть произведение. Но, однако, мы знаем, что Акмулла написал стихотворение «Мое место в тюрьме», Ураном Зиндан. И это стихотворение, как я потом выяснил, вошло в часть этого большого стихотворения Ураном Зиндан. Но из того текста, который дошел до наших дней, две строфы, они абсолютно по-другому, которые дошли, которых мы знаем из публикаций наших, из наших книг. И я пришел к выводу, что это стихотворение, первичный вариант его стихотворения «Ураном Зиндан», который он написал, находясь в тюрьме. Как я сказал, это стихотворение полное, законченное, но, видимо, Акмулла
мы можем только предположить, что Акмулла позднее написал более объемные произведения, находясь в тюрьме. И вот часть этого стихотворения он включил в свое новое произведение, но изменяя некоторые части. Другое стихотворение, которое было обнаружено в этой рукописной книге, называется «Каляме Акмулла», «Слово Акмуллы», которое нигде, ни у нас, ни в Казани, ни в Алмате, в Казахстане, нигде не опубликовано. Это совершенно новое стихотворение. Стихотворение написано с большим употреблением казахских слов, казахских выражений. Конечно же, там имеют место и башкирские, собственно, башкирские слова, башкирские выражения. И мне думается, что, видимо, это стихотворение было написано в то время, когда Акмулла находился в казахских степях. Очень сильные элементы казахского языка в этом стихотворении. Вот в этом, об этой рукописи, конечно, много можно говорить. Там есть записи и Зайнулла Расулева. Зайнулла Расулев был прадедом Мусы Куакани, они тоже Расулевой. Есть стихотворение Гайсы Расулева, это родной брат Мусы Кубакани. Стихотворение, творчество Гайсы Расулева мы тоже еще толком не знаем. Он написал, обращаясь к своим детям, внукам, 2 стихотворения в виде завещания. Эта рукопись очень интересная. Эту рукопись я передал нашему рукописному фонду. Любой, кто интересуется, может им ознакомиться, читать. Поэтому я считаю, что Акмуллу мы еще до конца не знаем. Не только его жизнь, биографию, но и творческое наследие еще надо нам изучать, оценивать. Вот, например, еще исследователи не до конца изучили те документы, которые касаются его ареста и его нахождения в тюрьме. Еще не изучены, как мне кажется, до конца те документы, которые связаны с поездкой Акмуллы в Петербург. Поэтому еще нам изучать и изучать его биографию, его творчество. Конечно же, в последние годы эта работа более-менее активизировалась, но нам, нашему поколению еще предстоит очень многое делать. Спасибо. Венера Хусейнович, слово для выступления предоставляется Сайдбаталову Искандару Расуловичу, кандидату филологических наук, доценту Уфимского университета науки и технологий. Тема доклада «Наследие Акмуллы. Проблемы текстологии и научного осмысления». Пожалуйста, Искандар Расулович. Уважаемые участники круглого стола, хурматлы коллегалар, хурматлы туңарагов тілдеп катнашучылар, Мифтахиддин Акмулла и ситуация с его наследием и с его осмыслением, она, пожалуй, столь же парадоксальна, сколь удивительной и полной загадок была его жизнь. Потому что, с одной стороны, Акмулла – это поистине классик, а классик – это такой автор, это такая личность, художественное достоинство творчества которых, правильность или неправильность там, включения в литературный, в художественный, в культурный канон не вызывает сомнений. Но при этом практически все, что мы знаем об Акмулле, и особенно все, что мы знаем из его творчества, это результат очень большой, очень серьезной, очень вдумчивой исследовательской, текстологической
переводческой работы советских литературоведов, прежде всего Ахата Ханановича Вильданова, которым, собственно, было подготовлено академическое издание 1981 года к 150-летию Акмуллы, с которого делаются и переводы на современные языки, в том числе русские, и переводы на иностранные языки, и на основании которого ведутся литературоведческие и лингвистические исследования творчества Акмуллы. Это издание, действительно, оно очень хорошее, оно очень качественное, оно отвечает академическим стандартам, однако это издание во всех отношениях советское. То есть, естественно, что в условиях господства единой коммунистической идеологии авторы XIX века могли, мусульманские авторы XIX века, они могли публиковаться только если их творчество, если их наследие трактовалось в контексте просветительства, в контексте некоего свободолюбия и в контексте некоего такого протеста против имеющихся общественных, социальных и других отношений. Соответственно, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день, с одной стороны, мы имеем устоявшийся корпус сочинений и особенно их переводов и интерпретаций на другие языки, и в рамках уже не литературной, а культурной, культурологической, философской деятельности, исследований. С другой стороны, за прошедшие более чем 40 лет был накоплен достаточно большой фонд новой информации, новых первичных источников, которые требуют пересмотра некоторых позиций и касающихся его биографии, и касающихся, собственно, его творчества, в том числе в базовых таких вещах в плане текстов. То есть после 1981 года были найдены, атрибутированные, исследованы, описаны, хотя и не сведены воедино, новые автографы Акмуллы, новые рукописные источники, новые рукописные экземпляры, копии его сочинений. Были обнаружены новые упоминания его в воспоминаниях, в других текстах, стали более доступны, наконец, дореволюционные публикации, дореволюционные издания, которые содержат его стихи и содержат его тексты. И обнаруживается, что в конечном итоге то академическое издание 1981 года, на которое все мы опираемся, оно постепенно перестает отвечать как потребностям науки, потому что наука, прежде всего, любая филология, это работа с древними текстами, это работа с первоисточниками, и, соответственно, это обсуждение их археографических особенностей, это обсуждение их взаимного отношения текстов, автографов, рукописных копий и печатных изданий, как дореволюционного времени, так и советского на латинице, так и советских изданий уже новейшего времени. Это установление биографического, это установление исторического контекста, в которых эти произведения создавались. И, соответственно, Акмулла представляет собой, и наследие Акмуллы представляет собой не просто классика, которого все мы любим, почитаем, изучаем в школе и так далее, но и представляет собой актуальную и многоаспектную научную задачу, представляет собой многоаспектную проблему для междисциплинарного исследования. То есть, что означает это исследование? Что оно может подразумевать? Это, во-первых, с чем мы сталкиваемся, любой исследователь сталкивается, это необходимость общей каталогизации рукописного наследия, общей каталогизации рукописей, которые восходят к Акмулле и к его ближайшим ученикам, к тем, с кем он общался. То есть это создание такого сводного каталога рукописных источников, которые хранятся в фонде восточных рукописей имени Гайса Батыргаревича Хусаинова, отдела восточных рукописей и Ялуфи Циран. Это рукописи, которые хранятся в научном архиве Ялуфи Циран. Это большое архивное дело в научном архиве Академии наук Республики Казахстан в городе Алматы, где значительная часть как текстов самого Акмуллы, так и воспоминаний о нем саккумулировано. Это, наконец, выявление и описание рукописных фрагментов, рукописных элементов, которые лежат в других библиотечных собраниях.
То есть это каталогизация базовых таких текстовых источников является базой, является основанием для любых современных, любых находящихся на уровне современной науки осмыслений и идей и дальнейших научных исследований, касающихся наследия Акмуллы. Вторая часть, второй аспект – это, собственно, филологическое, в классическом смысле этого слова, исследование – это текстологические исследования, то есть выявление преемственности, выявление взаимоотношений, выявление соотношения рукописных источников самого Акмуллы, рукописных источников, близких к нему по времени, и его дальнейших печатных изданий, с тем, чтобы выяснить датировки текстов, обстоятельства их возникновения, их историю, то, как они, возможно, редактировались, какие изменения они претерпевали при подготовке к печати и при подготовке к набору. Набор и рукопись, печатные издания и рукопись – это всегда довольно разные вещи. Далее это, собственно, историко-архивные исследования, касающиеся, о чем уже говорилось, касающиеся разных обстоятельств жизни и деятельности Акмуллы. То есть это и выявление ревизских сказок, связанных с его семьей здесь, но это известно. Это выявление информации о его семейных взаимоотношениях, браках, разводах, о чем пишут его ученики, о чем пишут его люди, которого вспоминают в архиве Оренбургского Магометанского духовного собрания. Это поиск, уточнение, локализация документов, связанных с его преследованием в 60-е и 70-е годы XIX века. И большой вопрос, где эти документы отложились, в каких архивах, в Оренбурге, в Челябинске или где-то еще. Это выяснение по архивным источникам, наконец, обстоятельств его гибели. Потому что если авторы литературных источников пишут о том, что известны имена его убийц, известны их мотивы и так далее, то по большому счету должно было быть некое дело уголовное или следственное. И опять же вопрос, где оно может находиться, в Челябинске, в Оренбурге, потому что это МИАС, это Троицкий уезд до революции Оренбургской губернии, и какова вообще сохранность этих документов. Вот. Все эти исследования, они, с одной стороны, представляются такими достаточно частными, отвечающими на довольно локальные вопросы, но именно они позволяют воссоздать, именно они позволяют представить тот биографический и социально-культурный контекст, который позволит, в принципе, поддержать, собственно, филологическую работу, связанную с историей текстов, связанную с их интерпретацией. Вот. И, наконец, сверхзадача, как мне кажется, для всего нашего научного сообщества и для нашей культуры – это подготовка академического полного собрания сочинений Мифтахиддина Акмуллы на основании уже всего доступного сейчас комплекса рукописных и письменных и печатных источников. Задача эта действительно, труд этот титанический, это очень тяжелая задача, которая даже не то, что предусматривает, она требует консолидации усилий и филологов, и историков, и представителей академической науки, и вузовской науки, с тем, чтобы усилия по поиску соответствующего стабильного финансирования, с тем, чтобы, если не к 195-летию поэта, то к 200-летию поэта такая уже назревшая работа, она была создана и подготовлена. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Александр Расулович. Следующее слово для выступления предоставляется Салиху Ахату Губаевичу, кандидату исторических наук, ведущему научному сотруднику Института истории языка и литературы Уфимского научно-исследовательского центра Российской академии наук. Пожалуйста, Ахат Губаевич. Я с большим удовольствием приветствую всех участников круглого стола. Действительно, Мифтахиддин Акмулла очень большая личность, один из наших выдающихся земляков, которому уделяется внимание не только у нас в Башкортостане, но и далеко за его пределами. В разных странах, в том числе и за рубежом. И, естественно, очень много уделяется внимания и в Челябинской области. И
в приграничных районах между Башкортостаном и Челябинском. Очень много интересуются его творчеством, занимаются, и краеведы очень много мероприятий стараются проводить. И нужно отметить, что мы должны сказать спасибо Челябинской и области, что они проводят мероприятия, посвященные еще одному нашему земляку. Это Зайнулле Расулеву. Это большое мероприятие, очень крупное мероприятие, которое проводится. И мы гордимся, что наши земляки оставили большой след в разных областях. И сейчас, их деятельность и сейчас воспринимается с большим уважением. То есть они очень много внесли, большой вклад. И, конечно, таких людей у нас много. Мы должны гордиться теми, кто у нас занимался в области науки, там, литературы, искусства, и которых уважают, которые становятся теми лицами, узнаваемыми лицами, которыми мы гордимся. Наш народ гордится. Конечно, наши вот предыдущие выступающие отметили очень много данных о научном наследии. Действительно, это требует изучения, потому что мы можем обратиться в разные города, в разные страны, в которых хранятся материалы о деятельности Мифтахиддина Акмуллы. Во-первых, я хочу еще раз подчеркнуть, что автографы хранятся у нас в Уфе, например, в нескольких местах. Это, во-первых, это фонд рукописи имени академика Гайси Хусаинова, который относится к Институту истории языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Там есть несколько страниц его автографа со стихами. И, кроме того, есть его автограф и в нашем научном архиве Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Кроме того, его автограф хранится в Национальном архиве Республики Башкортостан. Там тоже есть его прошение, то есть его автограф, написанный его рукой. И автографы есть еще и в Петербурге. Хранятся они в Институте восточных рукописей Российской академии наук. Они были переданы в свое время Резаиддином Фахриддиновым, известным востоковедом, который внес большой вклад в изучение нашей культуры. И часть документов он передал на хранение в Академию наук, таким образом они оказались в Петербурге. То есть благодаря Резаиддину Фахриддинову мы можем ознакомиться с его собственноручными записями, автографом. И есть материалы, кроме того, в Алмате. Нам приходилось там работать в Алмате. Там действительно есть документы, которые собирал Исмаил Касканбаев. Действительно, они проливают очень много интересного. Частично их использовали наши ученые, но не полностью, я считаю. Не полностью. Потому что если бы мы обратились полностью к этому наследию, то мы, возможно, узнали бы о некоторых сторонах его жизни уже в 1980-х годах. Они вот в 2010-х годах, 2006 годах, когда вот автографы открыли, эти моменты жизни были отражены в тех рукописях, которые хранятся в Казахстане. Там есть такой центр, который называется Галым Ордасы, то есть это бывшая Академия наук Республики Казахстан. Она вот так называется, там хранятся эти рукописи. Это очень интересно, и мне пришлось с ними изучать, посмотреть. Там есть машинопись, я увидел, есть и кроме машинописи на это латинице, есть еще и это арабографичная часть. Написана она жителем города Троицка, и он как описывает свои знания, все, что знает об Акмулле. То есть очень интересно. И надо отметить также, что Мифтахиддин Акмулла и Зайнулла Расулев были знакомы. То есть этому не уделяется у нас внимания.
они были знакомы. То есть это надо отметить тоже, я думаю. Кроме того, хочу сказать, что в последние годы, например, мы совершаем археографические экспедиции, то есть мы выезжаем для изучения Минигали Агай Надыргулов, Рашид Юмадилович Акубеков. Мы выезжаем в районы, в различные области, изучаем книжное наследие, которое осталось от прошлого на арабской графике. И во время одной из экспедиций мы обнаружили некоторые небольшие листочки со стихами. Похожи были на назидание. Сравнили действительно назидание. И, как говорил Минигали Хусайнович, вот эти назидания, например, которые мы обнаружили, оказались более объемными, чем те, которые были опубликованы в дореволюционных изданиях и в последующих изданиях. Вот вы здесь, наверное, на выставке видели, обратили внимание, здесь есть сборники стихов лежат. Там эти стихи в более укороченном виде. Здесь есть начало, конец тоже есть. То есть он как бы цельное такое произведение и более увеличенный. То есть такие материалы нам тоже нужно собирать, изучать. Потому что к изучению творчества Акмуллы у нас в Башкортостане уже обратились еще в 20-х годах. То есть он был одним из тех поэтов башкирских, к творчеству которых должно было изучаться в первую очередь. Собирались материалы. К сожалению, мы все эти собранные материалы мы не можем пока. Я, например, лично некоторые материалы видел, но то, что собирали, я не вижу, что они собрали. Я не нашел их, например. Нужно их продолжать искать. Если они в 20-х, 30-х годах собирали эти материалы, то они где-то должны же отложиться, где-то лежать, или где-то они должны быть изданы. Может быть, могут быть оказаться и такое, что может быть какое-то издание, которое не дошло до нас, может оказаться даже. Даже в наше время мы можем об этом такое открытие, например, сделать. Потому что книги были редкие, каким-то образом остались, где-то что-то было. Например, поэт был репрессирован тогда, или тот составитель. И тогда эта рукопись тоже могла утеряться или куда-то попасть, каким-то образом остаться. Из книг, которые были опубликованы уже в конце 20 века, мы действительно должны подчеркнуть, что большой вклад внес Ахат Ханнанович Вильданов. Действительно, он был написан под влиянием советской власти, советской идеологии, и это отразилось в этом сборнике почти полностью. И в связи с этим мы тоже в 2005 годах заново обратились к некоторым рукописям. Например, мы опубликовали в 2005 году транслитерацию его автографа, которая имеет отличие от тех стихов, которые были опубликованы в 1981 году. Кроме того, в последнее время наши коллеги тоже работают. Например, можем отметить работу Рамиля Фанавеевича Исламова из Казани, который подготовил очень хороший сборник, очень полный. Но, думаю, если мы будем продолжать так, мы можем еще этот сборник дополнить, увеличить в этом направлении, внести большой вклад. Конечно же, я это небольшой отступ сделаю. Например, действительно, мы гордимся, что его изучают многие народы. Мы ничего против не имеем. Но иногда, когда обезличивается личность, иногда потом возникает такое искаженное восприятие. Потом его могут назвать по-другому, что-то такое, путаницу вносить. Но надо говорить, что башкир, он башкир, но пусть его почитают все. И не надо этого бояться, потому что могут потом забыть, что он башкир, потом назвать другим. Поэтому мы должны этим гордиться. Есть такой человек, который внес в литературу такой большой вклад, который и изучается многими народами. Потому что мы, например, мы читаем Пушкина, мы знаем, что он русский. Мы его почитаем. Мы должны гордиться такими людьми, которые у нас есть. Например, кто перевел, если скажут, Пушкина на тюркский язык первым?
мы можем сказать, одним из первых мы можем назвать перевел кто? Крымский татарин Акчокрак. И через несколько лет его перевел наш земляк Мухаммед Салим Умитбаев, которого изучал, его творчество изучал вот, Минигали Надругулов, который вот рядом вот с нами сидит. Вот такие люди у нас тоже есть в науке, в культуре, которые оставили след. Поэтому всем большое спасибо. Мы должны очень долго и долго работать. Вот, например, я хочу сказать, действительно, наши предыдущие ораторы сказали, что творчество его нужно изучать. Действительно, большой план, который, например, и нужен человек, который, может быть, действительно посвятит этому жизнь. Может быть, действительно сравнить с рукописями и сделает еще одну публикацию большую. Это будет большой вклад в культуру. Спасибо. Спасибо, Ахмед Губаевич. Следующая вот тема выступления, как раз созвучные темы предыдущего доклада, это выступление Кубекова Рашида Имадиловича, кандидата филологических наук, научного сотрудника Института истории языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Тема доклада звучит «Мифтах Акмулла. Воспоминания Рзайдина Фахретдинова и Мухаммед Салима Умедбаева». Менің темам бұны Зайнулла Расулов тілеп білген деп айтып кетеуітіні. Асында шул осырдағы башқұрт ғалимдары бір-бірі менен тығыз аралашып, һәм бір-бірі менен хатлашып, көршіп, осырашып яшәгәннәр. Бұны шул туралы айтып өткем килә инде. 1894 елда сентябрь айында битеннән Акмулла Өфөгә килә һәм мөфти Мөхәммәд Яр Султановтың шулай башқұрт мөфти һәм уның мәҗлесендә катнаша. Шул мәҗлестә Мөхәммәд Салим Өмитбаев та һәм ул Риза Фәхретдинов та һәм гомумән улар бер-берен осрашып, билеп, күрешеп торганнар дип әйтергә итәм. Һәм ул башта тәүдә килгәндә Риза Фәхретдиновка терәп килә бит инде, анда тәүдә әзерләнеп, анда шулай ук мәҗлескә әзерләнеп, киемнәрен тазартып һәм кисен мәҗлескә йыйналар бит инде. Онда мәҗлестә Акмулланың тураһында Фәхретдиновтың хатирәләр язып калдырган бит инде. Асарда шулай ук басылып чыгган. Һәм бу хатирәләрдә уның тавышы моңлы булуын, ихлас кеше, асык кеше булуын әйтеп инде билгеләп үтә бит инде. Һәм буңнан ул шигырьләрен Мөхәммәд Яр Султановка хитап рәвешендә әйтеп мәҗлестә әйтә бит инде. Һәм буңнан уны шул илһамланып Мөхәммәд Салим Өмитбаев та дәвам алып китте. Һәм ул шигъри мәҗлескә әйтеш рәвешендә килеп сыкты дип язып китә бит инде. Менә шул хатирәләрдә бүгенге көндә ысынлап та шул галимнәрнең бер-бере менән осрашып, аралашып торуларын düğümləşdirib bir yığıntı эшләп безнең санап бурыч булып тора. Чөнки Фәхретдиновтың асардагы нидәре шулай ук шул истәлектәрен, Өмитбаевтың истәлектәрен индереп, Акмулланың кулъязмаларын, оригиналдарын куйдым, шуннан тәрҗемәләр куеп, академик бер китап эшләп безнең асына килә бурса. Бunda бер мин генә түгел, гомумән гыйльми архив Казакстандың кулъязма фондынан алынган материалларны куеп, берләштереп, сагыштырма рәвештә киренән яңгыса караш алып, тәрҗемәләрне кайсы бер анда сынап та төшереп калдырган дини теге. Үзләр нидер һәм уларны киренән өстәп, хәдисләрне, диләрне әйтелгән сүзләргә анда тарикат, Нақшбанди тарикатлар турында языла. Ул бит бары суфи шагыйрь булуын әйтеп үтәргә кирәк. Менә шуларны билдәләп, күрһәтеп язу безнең алдагы бурыч булып тора инде. Шуны әйтеп үтәргә инде. Һәм уларның гомумән Өмитбаевтың да хатирәләрендә инеп китә бит инде. Уның
казак араһында йөрү сәбәпле ул казак һүзләрен күп куллана һәм казакка якын һөйләшә дип әйтеп үтәбез. Менә шуларны билдәләп күрһәтеп, һәрберсенең хатирәләрне йыйнап, һәм Фәгъретдинов уның кулъязмаһын күрдем дип кулымда тотып караным, ләкин ул үкенеч соңыннан шул хатирәләрендә белдерә, үкенечен белдерә. Мин һиңә тулы иттереп яңадан кайһы бер алама шигырьләрендә итеп тулландырып, үземнең арузларын кыйран күчереп, матур нөсхәләр китерермен дип тапшырам. Бу Фәгъретдинов, әйдә мин һинең ниләреңне бастырырмын дип, алып калайым дип мөрәҗәгать иткәндә, ул шул бирмәй һәм соңыннан үкенечен белдерә, вафат шулай үлеп киткәнен ишеткәч, үкенеч шулай. Һәм уның һорашып караным, уның туганы Әхмәдиҙә, ул яшәгән Тамъян авылында яки Туханбайҙа булырға мөмкиндер дип әйттеләр, һәм осона сыға алманым дип әйтәм. Шул кулъязманың юғалыуына ҡайғырып, хатирәләрендә һуңынан тамамлай бит. Бөгөнгө көндә сынап менә шул өҙөктәр беҙгә тороп ҡалған бит, күпмәлер үҙе дәүерҙә баҫылған китабынан һәм төрлө кулъязмаларҙан һаҡланып килгән өҙөктәрҙе берләштереп, йыйнау һәм оригинал үкенескә ҡаршы ул табылыр микән, табылмаҫ микән, кем ул донъя, бәлки килеп тә сығыр икән. Уныһы экспедициялар, киләсәк экспедициялар бәлки бер ерҙә ятырға ла мөмкин, күрһәтер дип әйтергә итәм. Һәм хәҙер беҙҙә ғалимдар күбәйә, ғәрәп графикаһында яҡшы уҡыйҙар, сит илдәрҙә уҡып ҡайтҡандар, тулыландырып, оригиналдарын, хаттарын индереп эшләү бурысы беҙҙең алдағы бурыстарҙың береһе булып тора. Рәхмәт. Михайлович, у нас вот, к сожалению, Ахат Губаевич уходит, он сейчас должен выступить в Национальный музей Республики Башкортостан, поэтому он отлучается, просит заранее извинения. Среди нас находится один из лауреатов премии имени Мифтахина Акмуллы и человек, который много сделал для увековечения имени Акмуллы. Кроме того, необходимо сказать, что он является и писателем, автором повести «Завещание Акмуллы». Это Янышев Фанис Фатыхович. Фанис Фатыхович, вам слово. Уважаемые друзья, я очень рад, что участвую в этой конференции. Во-первых, я хотел сначала на башкирском языке. На башкирском языке, потом перейду на русский. Біздің тарихсылар, бигерәк тә әҙәбиәтселәр, нисә йыл буена Акмулла шиғырҙарын уҡыйҙар һәм Акмулланың шиғырҙары буйынса биографияһын яҙалар. Был һис тә дәлилләнмәгән һүҙ менән биография яҙыу дөрөҫкә алып килмәй. Ни өсөн тигәндә, шиғырҙа ул төрлөсә булырға мөмкин, сағыштырыу бар, үрнәк алыу бар, һәм ул уйнау һүҙҙәрҙә ҡулланыла. Мәҫәлән, оҙаҡҡа башҡаларына иғтибар итмәйенсә, бәләкәй генә бер шиғырына иғтибар итәйек. Ул уғырлык дип атала. Бирелдем мин йәшлегемдә уғырлыҡҡа, был осратта мине бик ҙур кәмхурлыҡҡа. Нәтижәлә Акмулла тип исем алдым, был исем бүләк булды тоғорлыҡҡа. Бына һүҙ. 4 юллыҡ шиғыр. Бына ошо 4 юллыҡ шиғырҙы файҙаланып, беҙҙең байтаҡ яҙыусыларыбыҙ әҫәрҙәр ижад иттеләр. Байтаҡ ғалимдәребеҙ ошо 4 юллыҡ шиғырға ҡарап ниндәйҙер һығымта яһанылар.
Уның шигырьнең нигезендә төптән икенче нәмә ята. Әйтәйек, менә угырлык үзе. Угырлык үзенә аңлатма. Был шигырь язылган вакытта Акмулла кайда яшәгән? Акмулла яшәгән Казакъстанда. Казакъстанда яшәгән булгастан без тәүге без игътибарыбызны казак хүзлегенә мөрәҗәгать итәбез. Менә казак хүзлегендә угырлык үзе. Беренчеһе ияһенә белдермәй яшерен алусылык дип атала. Икенче хүзнең икенче аңлатмаһы. Берәүнең фикерен объектив ысынбарлыктың аңда сагылышын, уен, гыйльми фикерен, хыялын, карашын, идеясын, сирен, юен, тойгыһын, шигъриятен, музыкаһын, ниятен, рухын үзенә буйсынусы итү. Бына шундай хүзләр аңлата угырлык дигән хүз. Менә шундай төшенчәләрдә. Менә хәзер Акмулланың шигырьләренә игътибар итсәк, ияһенә белдермәй кемдәрнең фикерен, шигъриятен, тәгълиматен, уен, гыйльми фикерен, хыялын, тойгыһын, карашын, идеясын, сирен, ниятен үзенә буйсынусы итә. Кемдә күрәбез? Менә Акмулла. Акмулла үзенең шигъриятында әбит әйтеп бара. Иң беренче ул ислам нигезенә нигез алучы Мөхәммәд пәйгамбәрдән. Әйбет, менә әгәр дә әйтелеп тора, Абул Яһил Мөхәммәдкә инанмаган, иманга өндәһә лә ышанмаган, 360 гүзәһен сәхәр дип яраланган ай көнде күрә алмаган. Менә икенче инде Әфләтун, бөек грек юнион фикер ияһе. Өченчеһе фикер ияһе ул Платон. Ул безнең тиклем яшәгән бит 428-342 елларда бына Акмулланың шигырендә шундый үзләр бар. Әдәме был заманның булды шундай, яман холкы менән халык хистә уңмай, дин ягына һич кем артык күңел куймай, зирәклеге, дөньяга зирәклеге Әфләтундай. Менә өченчеһе Акмулланың алган ул Ибн Малик. Был исем менән гарәпләрдә ике шәхес йөргән. Энес ибн Малик, пәйгамбәр Мөхәммәд пәйгамбәрнең замандашы, иярсене, фикердәше, ошо кеше турында хадисләрен туплап, ошо кеше Энес ибн Малик Мөхәммәд пәйгамбәрнең хадисләрен туплап бастырган. Икенчеһе Әбу Габдулла Җамалиддин Мөхәммәд ибн Габдулла ибн Бани. Уны инде 1206-1274 елларда яшәгән. Акмулла шигырьләрендә был ике шәхескә сагылыш тапкан. Эш бушканда шигырь түгел, йырлаган тәкъвә сахабынан Ибн Малик дигән үзлек. Бөек шагыйребезнең тагын ияһенә белдермәй гыйльми фикерен үзенә буйсынусы итүче нәүбәттәге галиме Газали. Был кешенең исеме Әбу Хамид Мөхәммәд ибн Мөхәммәд әл-Газали 1158-1111 елларда яшәгән. Әгәр дә Газалигә багышланган шигырындагы урын исегезгә төшерәйек, нәселдән Газалидә юк икән үзлек, күпселек башкалардан был өйрәнсек, хөрәфәтеңдә ихласа инһезлек, хакыйкатьтә тиңдәш булмас ирелек. Бәла Газали турында. Икенче мөгаллим даны менән дан алган атаклы фикер ияһе бөек галим, ул Аристотельдә икенче мөгаллим дип йөрткәннәр. Ул инде шул Аристотельдән укусыһы инде безнең Аль-Фараби, Абдул-Насир Мөхәммәд ибн Тархан ибн Узлах. Бына был галимдән дә югынтыһы шагыйрьгә нык тәэсир иткән. Булган дусар уга нисә мөшаһир
мугалим сәни күк хикмәткә маһир дигән сүзләре. Менә Акмулланың тагын әйбәт гуманистик нигездә фикер ияһенә кимәле күтәрелүгә ияртүсе иң зур асыл заттарның бере урта буат галиме Әбу Ханифа Нугман ибн Сабит. Ул 699-767 елларда яшәгән. Уның мактаулы исеме Имам Әгъзәм, бөек имам. Ефрат елгасы буенда Куфа каласында дөньяга килгән бул. Бул кеше, бул галим, ул Хәнәфи мәзһәбенә нигез салучы. Ягъни исламның фикһенең дини тәгълиме, ислам дине билдәләнгән иҗтимагый тәртип кагыйдәләрен язма рәвештә нигезләүче галим. Төп китабы Әл-Фақих Әл-Әкбәр дип атала. Әйбәт, уның Куфадагы мәдрәсәһендә 1000дән артык шәкерт белем алган. Әбу Ханифа 4000 тирәһе хадис яздырган. 500,000 ислам дине буенча тормышта яшәештә барлык дигән сорауларга җавап эзләп, җавап табып, логик рәвештә уларны дәлилләп, замандашларның хәтерләвенчә бер арба йөге гыйльми китаплар язган кеше. Бuna ошо Имам Әгъзәм гаиләһе яшәеше тәэмин итү өчен ул үзе дини эш белән генә шөгыльләнмәгән. Әйбәт, ул сауда белән дә шөгыльләнгән. Сауда белән ни өчен шөгыльләнгән? Гаиләһен дини эшмәкәрлектән акча алуга түгел, сауда эше белән шөгыльләнеп гаиләһен тәэмин иткән. Менә алган килемен үзенең мәдрәсәһендә укучыларына, хәлфәләренә, ятимнәргә, караусыз калган карт-кортларга тараткан. Менә бул эштәрде, дини эштәрдә инде менә күңел талабы буенча башкарган. Бер вакытта да хезмәт хакы алмаган, никах уку, исем кушу, җеназа укулары, һәм башкалар да бушка башкарган. Менә уның тураһында да берничә урында Акмулланың шигырьләрендә сагылыш тапкан. Һәр кемгә бер сәбәптән афәт булган, яхшы булса тагы нахак булган, карышкан бер султанга каршы килеп хибестә Имам Әгъзәм вафат булган. Акмулла Имам Әгъзәм вафат булган дип йомшаграк әйтә. Тарихи сыганактар буенча язмаларда инде был саф алтындай галимде төрмәлә ашына агу алып үлтерелгән дип язылган. Икенче белеккән тагын бер шигырь язылган. Караһагыз, һәр китапка ялганлык алмасы иттифакка каберендә Имам Әгъзәм эт булды дип Кайсама гайбәт булды асыл затка. Менә Акмулланың күрәһегезме? Безнең Акмуллабыз ничек нәфрәтләнә. Яһил хаким үлтереп кенә калмай, кабахәт, зәһәрле гайбәт тә тарата. Каберендә Имам Әгъзәм эт булды дип. Менә бул әйбәт элекке заманда да килгән. Менә әлеге телгә алган галимнәрнең күбеһе урта буатта Хөрәсән дип аталган төбәктә яшәгән. Бул төбәктә инде беләһегез, әйбәт Ирандың көнбаешы, Төньяк көнчыгышы, Ирак, Афганстандың Төньяк көнбаешы өлеше, Таҗикстан, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Казакъстанның Хырдарья елгасы буе, Арал диңгезе буе биләмәләрен тәшкил итә. Хөрәсән төбәге дә борынгы Хорезм дәүләте инә. Бул Хорезм иһә борынгы башкортларның иле. Бул мәсьәләгә күп тукталмай, әгәр һезнең игътибарыгыз булса, безнең галим бар ине, байтак хезмәттәр язды. Ул Салават Галләмовның хезмәтләрендә бик асык язылган. Ошо
Күрә әйбәт был инде Хорасан дәүләте уртабатта иң үсешкән дәүләт һәм 1320-13 елларда татар-монгол варварлары был Хорасан дәүләтен җимерә, күлгә күмә, унан һуң ул кирегә әйбәт күтәрелә алмай. Понятно, то есть, извините, перебиваю вас. Bunun турасында Акмулла әйбәт бер белек Акмулланың шигырында да хәзер менә шундый гына әйтәм дә аргы атам Хәнәфия Хорасанлык сулаклыкты туралыктан күреп калдык, бары галимнәрнең күсеп китте, назамдар гөн белмәгән бында калдык дип әйтә. Менә шу хәтлек Акмулланың бу нидә сагылыш тапкан. Понятно, то есть, вы много сделали для возрождения музея Акмуллы в Мякинском районе. Я И сейчас ознакомьтесь, пожалуйста, наших гостей, то, что было сделано, какие фонды. перехожу к этому музее. Собрано очень много материалов, относящихся к жизни и деятельности Акмуллы. Во-первых, много материалов по родословию Акмуллы. Акмулла где родился? Это родился в деревне Токсамбаева. Это документами подтверждены. Об этом много было написано нашими учеными. Я не буду повторяться, а вот о матери Акмуллы было каких-то неурядиц. По данному вопросу выяснили, что действительно мать Акмуллы была родом из соседней деревни, и это деревня нынешней Бишбулякского района, Республика Башкортостан, деревня Аитова. Она переехали жить где-то километров 5-6 недалеко от Токсамбаева деревню Абдрашид. Эта деревня называется. Сейчас этой деревни нету. И его в 1870-х годах перевели жители этих деревень. А некоторые жители, некоторые переехали в деревню Аитова, Азнаева, Минус-Тамак и в соседних деревнях живут. И в настоящее время наследники этой деревни, наследники матери Акмуллы живут в этих деревнях. Поэтому много этих деревнях сохранились и родственниках вот этих матери Акмуллы знают люди, и имеются некоторые даже сведения, когда приезжал Акмулла, когда они встречались Акмуллы, и мне пришлось найти несколько родственников Акмуллы, и в нынешнем поколении есть, они живут в этих деревнях. Следующий момент. В музее вот, было, я вот сидел, слушал уважаемых ученых и челябинского друга. Было сказано очень много лестных слов, но хотелось бы сказать, Акмулла, когда был убит, скажем, или погиб, убит в этом составе, в то время был город Миас, Миасский округ, Миасская слобода, она подчинялась это Троицкому уезду, и в Троицком уезде, в городе Троицке была
суд состоялся, суд в Троицкий, в городе Троицкий. Там был объединенный суд из трех уездов Оренбургской губернии. Это Троицкий, Верхнеуральский уезда и Кустанайский, но она Николаевский в то время назывался. Архивные материалы, я вот, изучая их архивы, сказать, что действительно мне пришлось взять или найти, некоторые следы имеются. Некоторые следы. Если бы челябинские друзья могли бы найти архивные материалы, это было, суд был в городе Троицкий, это доказано, и данные есть. Из города Троицка это материалы, некоторые материалы ушли в Оренбург, некоторые материалы в Казань и Санкт-Петербург. Но после распада Советского Союза Казахстан по запросу казахского правительства или казахского ученых некоторые, не только некоторые, многие архивные материалы куплены Казахстаном. Возможно, эти материалы перешли в Казахстан, оригиналы этих материалов. Потому что Акмулла, он был в Троицкий мещанин, как Троицкий. Были, значит, связи многих кустанайскими друзьями, и они и судил его как раз казахские судьи. А там был председатель казах Сейдалин, в этом заседался. Вот поэтому, я думаю, им бы было бы очень хорошо, чтобы челябинские друзья обратили на это внимание. И еще один маленький момент. В Челябинской области вот, Аргужа, песня Аргужа, посвященная в этом челябинскому жителю Челябинской области. Вот, об этом человеке найти архивные материалы, как он жил, где он, какие еще у него наследники сегодня есть. И если бы мы бы нашли этих архивных материалов, как это, очень бы помогли нам изучить архивные материалы, биографию Акмуллы, некоторые уточнения. Спасибо огромное, Павел Сатыхович, за ваше обстоятельное выступление. Да, У нас спасибо. то, что нашли время, и у нас следующее выступление – это кандидат филологических наук, директор Центра восточных языков Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахина Акмулла Лачин Айтуган Юмабаевич. И как раз вот выступление нашего многоуважаемого Дмитрия Игоревича прозвучало название журнала Акмулла, и презентация была видна, и выступление Айтугана Юмабаевича звучит как языковые особенности журнала Акмулла. Студент педуниверситета вместе с ним здесь постоянно работает над журналом, текстологическими исследованиями, и это как бы своего рода обобщение вот этих исследований. Пожалуйста, Айтуган Юмабаевич. Хорматлы галимдар. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я, наверное, в целом расскажу о наших исследованиях, о нашем небольшом опыте,
которые мы проводили нашими студентами. Мы изучали журнал «Акмулла», который выходил в городе Троицк с 1911 года по 1916 годы. Как уже отметил Леша Рафулович, мы с студентами работали здесь. Сначала мы, конечно, прошли теоретическую подготовку. Хорошо, что у нас над журналом больше работала арабская подгруппа. Они уже знают не только арабскую графику, но и в целом арабизмы, которые часто встречаются в журнале «Акмулла». Как уже отметили, что в библиотеке, в данной библиотеке, отделе редких рукописей, содержится 4 номера. Также я изучал другие номера, которые хранятся в научной библиотеке Казанского федерального университета. Там побольше номеров сохранилось. Но, как мне еще отметили некоторые исследователи, что в частных коллекциях также имеются вот журналы Акмулла. Скорее всего, это даже кто-то говорил, что в Челябинской области имеется вот частная коллекция по журналу Акмулла. Нужно вот этот вопрос, конечно, уточнить. Что касается журнала «Акмулла», наверное, здесь, как и мы все прекрасно понимаем, журнал посвящен нашему известному башкирскому поэту, просветителю Мифтахиддину Акмулле. И в первом номере есть такие строки: «Мархум Акмулланың вафатына 15 сәнә ядкары уларак мархум намына журнал нашер идеме муафик булдык». Ну, что можно перевести, что в честь 15-летия со дня смерти Акмуллы мы решили, договорились, скорее всего, это его ученики, его последователи, издать журнал. Здесь описывается, что это куль-кулю журнал, то есть сатирический журнал, который так и будет называться «Акмулла». То есть вот эти слова действительно указывают, что журнал действительно посвящен именно Мифтахиддину Акмулле. Далее здесь я чуть хотел рассказать, у меня было отдельное целое выступление про Акрама Галимова, издатель, то есть это редактор журнала, который играл большую роль в издании этого журнала. Практически он этим занимался самостоятельно. Акрам Галимов, он является выпускником Медресе Расулия, который также находится в Челябинской области. Родился он в Казахстане, Кустанае. После обучения в медресе также уехал к себе, там обучал детей, писал стихи, переводил стихотворения с русского языка на тюркские языки. После того, как обратно приезжает в Троицк, он начинает заниматься журналом «Акмулла». И что самое печальное, что его жизнь обрывается в 1913 году, ему в это время было всего лишь 20 лет. То есть вот в свои 20 лет он успел выпустить журнал «Акмулла». Также, насколько мы знаем, он работал в журнале «Айкап». Также успел написать стихи, которых даже потом в день его смерти опубликовал в журнале «Шура Ризаити Фахриддинов». И описывается и говорится, что по его песне, которая называется «Май Месаляхе», даже в городе Кустанай ставили такую вот сценку. То есть об этом тоже говорится. Ну вот номер 29 номер, который как раз хранится у нас в отделе редких рукописей Национальной библиотеки имени Ахмад Заки Валиди. Вот 29 номер можно считать некрологом, потому что как раз этот номер посвящен смерти Акрама Галимова. Ну вот и на первой странице там приводятся стихи, последние стихи, там так и написано, «Хунга Шикардары», самого Акрама Галимова. Ну, прочитаю несколько строк, которых я уже вроде перевел на современный башкирский язык. «Бельхагет урысса унутма ультеленде, ярат шуны нетелен, торган илинде». Ну, где говорится, что если знаете русский язык, при этом не забывайте свой родной язык, да, свою родную культуру и свое происхождение. Далее, «Атыл таштар ята хаудын төгінде, атыл күлдер ята күңіл төгінде». Также в этом номере опубликованы стихи Валиуллы Халили, Дустам Акрамга, другу Акраму, а также Галимяна Шарипова, мархум Дустам Акрам Галимовка. И, соответственно, в журнале очень много некрологов разных. Я отдельно работаю, изучаю вот некрологи арабографических журналах. И здесь как раз, ну давайте я вот прочитаю один некролог. Акмулла журналында кадерле баш шагыйрымыз Акрам Әфәнде Галимовтың вафат хәбәрен ишетеп бик кайгырдым. Җәнәп Хак Акрам Әфәнденең рухын шат кылып, ата ва анасына сабыр җәмил бирсен.
Әкрам әфәнденең болай дөньядан яшьләртә үтүе бик кызганыч хәлдер. Мөхтәрәм Әкрам әфәнденең вафаты илә Акмулла идарасыны тәгъзия кылам. Акмуллага беренче ям бирүче мөхәррияттың гаеп булуына калбимдең иң нечкә вә иң тирән нөктәсеннән мәхзуниятымды белдерәм. Ну, здесь, в принципе, это некролог, где говорится, что Акрам Галимов внес огромный вклад в издание журнала Акмулла, и, соответственно, вот эти соболезнования всем читателям, также редакции журнала. И что касается журнала Акмулла в целом, там больше публикуются стихотворения разных поэтов. Ну, мы знаем, что там в свое время печатались и известные поэты и писатели, в том числе Шейх Садабабич и другие. Журнал сатирический, но там вот именно в такой форме часто приводятся новости разные. Вот поэтому, читая журнал, изучая журнал Акмулла, можно восстановить те события, которые происходили в городе Троицке. Потому что там какое-то событие происходит, и это уже в юмористической, сатирической форме описывается в журнале. Да, вот, допустим, туда приезжает, например, театр какой-то, и там во время постановки что-то случается, какой-то казус, какие-то интересные моменты, вот это все описывается в журнале «Шура». А потом у нас наша студентка Назгуль Хабибуллина, сейчас у нас уже она магистрантка, занимается рекламой, то есть изучает рекламой, которые были опубликованы в арабографических журналах, не только Акмулле. Но исследуя Акмуллу, она вот тоже обратила внимание, что там тоже есть разные рекламы. Вот эти, изучая рекламы, объявления, также можно восстановить именно, чем занимались в то время, да, что люди покупали. Ну, часто Назгуль спрашивает, когда выступает на эту тему у студентов, у учеников, как вы думаете, что больше рекламировали? Какие были объявления? Ну, соответственно, это были книги. Действительно, в то время люди покупали книги, в том числе религиозные книги. Кутубу Ситта, например, да, это известный такой сборник хадисов, например, об этом, это в журнале «Шура» также часто встречается. Ну и иногда рекламировали те вещи, которые именно были, так скажем, характерны для Троицка, например. Я помню, рекламируют там мыло «Эконом», называется, и там описывается, что это мыло производится из чистого масла, то есть экологически, как и сейчас. Да? То есть это опять же показывает, что в то время маркетинг был настолько развит. Потом, что он удостоен каких-то медалей, ахля, то есть самых высших медалей и так далее. То есть, в принципе, если посмотреть, вот в советское время, да, у нас не было рекламы, поэтому нам кажется, что вот этот маркетинг, то, что нам рекламируют, это что-то новое. Но если мы будем изучать вот эти рекламы, которые опубликованы в журнале Акмулла, в журнале «Шура» и других, мы увидим, что мы, наверное, только-только приближаемся к тому, что было у нас до революции. Поэтому вот эта тема Назгуль, наша магистрантка, она очень интересна, и его часто она выступает перед аудиторией, молодежной аудиторией, и это интересно. Но в целом, что касается журнала Акмулла, действительно журнал, насколько я знаю, специально не изучали, то есть они, как я уже говорил, хранятся вот в разных местах, полной коллекции, как мне сказали, его нету, поэтому нужно его собирать. То есть я вот изучал 4 номера, которые здесь, и, наверное, еще около 20 номеров, которые хранятся в научной библиотеке имени Лобачевского КФУ. Ну, в дальнейшем мы хотим найти другие номера и продолжить изучение журнала Акмулла, который посвящен нашему известному просветителю Мифтахиддину Акмулле. Рахмат. У нас вот в отделе рукописи и расписания в настоящее время хранятся более 43 наименований книг, газет и журналов. Естественно, самое раннее, вот, которое у нас выставлено на выставке, это 1512 год, все это оригиналы. И, естественно, особенно ценность представляют издания регионального характера, посвященные истории культуры Урало-Поволжского региона, в том числе вот, богатые фонды, которые относятся которые относятся к творчеству Мифтахина Акмулла. Некоторые из них представлены на нашей выставке. И сейчас вот научный сотрудник нашего отдела рукописи и редких изданий Байгужин Ислам Гизатович ознакомит с некоторыми этими изданиями. Гизатович, пожалуйста. Хайырлы күн, Тумара Көстәлдә катнашучылар. Добрый день участникам круглого стола.
Наш фонд действительно очень богатый. Именно не только редкий фонд, но сама и библиотека фондом очень богата книжными и периодическими изданиями. В нашем фонде вот именно хранятся книги Мифтахиддина Акмуллы. Это 1904 года и 1907 года. Они уже не прижизненные издания, а после гибели поэта издания, которые вышли в свет. Кроме печатных рукописей у нас, кроме печатных книг, у нас в выставке представлены автографы Мифтахиддина Акмуллы в количестве 7 штук. Они все копии. Рукописи были найдены в Хайбулинском районе деревни Верхняя Туш, Ургатуш ауылында. Некоторые из них стихотворения, одно письмо есть и одна рукопись, копия, это взята из Национального архива Республики Башкортостан. Это прошение Мифтахиддина Акмуллы в Оренбургском Магометанском духовном собрании по поводу своей жены. Там жени вопрос был. И вот по этому прошению у нас тоже копии имеется. Также его стихотворения печатались в периодических изданиях. Это журнал «Шуро». Также, в частности, который мы нашли, до нас, которые нашли, и до сих пор мы их ищем, стихотворения на страницах журналов «Шуро», и газетах, также и в других журналах. Мифтахиддин Акмулла у нас вот создана как коллекция в нашем фонде, и эта коллекция пополняется всегда. Также там в этой коллекции имеются биографические материалы, которые писали в начале 20 века те люди, которые на самом деле видели Мифтахиддина Акмулла. Это тот же Джамалиддин Валидов, который в своей книге, в которой он дает биографические указания, кем был Акмулла. Также статья Фатиха Карима есть в «Наш путь» в журнале. И также статья Дусмаила Каскамбаева в газете «Уакыт». И, конечно же, это Резадин Фахриддинов «Воспоминания» в журнале «Шуро». И уже Хасан Гали писал некоторые о стихотворениях Мифтахиддина Акмулла как научную статью. Уже после революции наши же башкирские исследователи, писатели и, можно сказать, ученые писатели и поэты, это Сагит Мрасов и Даут Илты на страницах газеты «Башкортостан» в 1924 году Сагит Мрасов опубликовал статью свою, а в 1926 году Даут Илты написал тоже статью о башкирском поэте Акмулла. Есть также у нас в коллекции вырезки из газет, из журналов статьи, но уже советского периода, которые тоже коллекционируются именно по истечению года, они будут иметь ценность. Вот они хранятся тоже в нашем отделе. И как говорилось, вот мы тоже ищем источники. Если мы их находим, если не передают оригинал, мы берем копии всегда, выезжаем тоже в экспедиции, ищем рукописи, книги и другие издания, не только Мифтахиддина Акмуллы и других поэтов. Вот, на этом все. Всем спасибо. Спасибо огромное, Ислам Гизатович. Кроме того, определенная часть сведений о Мифтахиддине Акмулле хранятся в научной библиотеке Уфимского федерального исследовательского центра РАН. У нас вот присутствует директор этого центра Рамиля Имадиловна Богатова, но, к сожалению, из-за регламента мы не можем так-то время, поэтому спасибо огромное за ваше присутствие. И, уважаемые коллеги, наверное, нам необходимо сделать как бы орг вывода. И, уважаемый Дмитрий Игоревич, как бы вам слово. Уважаемые коллеги, большое спасибо
за ту информацию, которую предоставили. Было очень интересно слушать каждое выступление. Конечно же, сразу же возникает ощущение, что есть возможность, если была бы возможность говорить и 2, и 3, и 5 часов, у нас было бы о чем говорить, потому что, конечно же, каждое выступление рождало целый ряд вопросов, ряд проектов. Конечно же, мы понимаем, что еще не раз предстоит тем и мне, и сотрудникам, кто будут заниматься темой Акмулы, и ученым из Челябинской области, приезжать в гостеприимную Уфу и с вами индивидуально общаться, делиться теми наработками, которые у нас, узнавать, что у вас есть интересного. И мы надеемся, что, конечно же, сотрудничество продолжится. Мои контакты я готов все предоставить. Это они также свободно существуют на всех официальных сайтах. Мы надеемся, что очень плодотворная работа по теме Акмулы у нас будет между Республикой Башкортостан и Челябинской областью. Спасибо. Провести, как улучшить проведение разных научно-практических Челябинская область проводит не только разные но и проводит другие благодарящие башкирским историческим личностям, это будет в малом формате, с тобой работа ведется с нашей стороны, представительства республики. В этом направлении делается, оказывается содействие нашим ученым, общественным деятелям, республиканского, Челябинского, исполнительной власти. В последние годы проводили уже более 10, наверное, участие башкирских ученых. Издательская работа ведется. Буквально за последние 2 года 3 сборника выпустили научно-практических конференций. Ранее сборники я оставляю буквально на неделю там назад выпустили. Это как Курганский, Челябинский, Башкирское становление и развитие Башкортостана. Работа непощадный край. Сколько слаженные, так скажем, наши контакты, действия могут установить хорошие добрососедские отношения и хорошие мероприятия. Уважаемые участники круглого стола, мы благодарим всех вас за плодотворную и конструктивную работу. Огромная наша благодарность глубоко уважаемому Дмитрию Игоревичу и также полномочный представитель нашей республики Альфира Зульфаровича, что нашли время в вашем плотном графике, что вы подняли статус нашего круглого стола межрегионального. Вам в этом плане огромное спасибо. И надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество продолжится. Какие есть у нас материалы фонда, мы всегда открыты, предоставим. И, естественно, у нас вот это небольшая часть ученых, которые работают в этой области, потому что всех мы не могли из-за регламента. То есть специалисты есть, они готовы работать в этом направлении. И вам всем огромное спасибо. И на этом, уважаемые друзья, мы завершаем. Сейчас коллективное фото.